Дорогие ребята, уважаемые наши учителя, я очень рад сегодня встретиться с вами в канун открытия большой... Юра, слышно или нет? Слышно? Слышно. Ага, Слышно? большой нашей Олимпиады. Дорогие ребята, Сеть президентских школ были созданы моим указом в 1997 году. На будущий год мы будем отмечать 25-летие. Прошло большое время все же. За это время наши школы преобразованы до неузнаваемости. Содержательная часть наших школ ежегодно обновляется новыми подходами, новыми технологиями, а некоторые из вас стали уже школами, объединенные системой научного образования. Одним словом, научными образовательными центрами становятся. Это веление времени. Так и надо делать. Ваши предшественники добивались замечательных результатов. Я приведу несколько цифр. По итогам республиканских олимпиад школьники сети президентских школ в 2000-2001-2002 годах занимали по информатике 80%, как победители олимпиад, по химии 70%, по математике 90%, по физике 90%. То есть практически они были лидерами всех предметных олимпиад республики. 40% выпускников от общего объема золотых медалистов республики это были выпускники сети президентских школ. Ежегодно в год выпуска с этих ребят от 87 до 100% поступали в высшие учебные заведения. Не это ли эффективность и качество образования, получаемых вами, вашими старшими братьями и сестрами в те годы, обучаясь в сети президентских школ? В международных олимпиадах Болгарии, Румынии, Индонезии выпускники, участники олимпиад международных завоевали 1 золотую медаль, 1 серебряную и 3 бронзовых медали. То есть в каждой олимпиаде наши ребята возвращались медалями того или иного достоинства. Это прекрасный результат. Я помню, в 2004 году наши школы, входящие в состав сети президентских школ, участвовали в Московском международной выставке по новым технологиям. В этих выставках они завоевали 20 дипломов. Это очень большое достижение было, показывающее внедрение в своих школах новых технологий, образовательного и воспитательного процесса. Я думаю, и нынешнее поколение школьников, входящее в состав сети президентских школ, будут достойными продолжателями
своих предшественников. И мы 25-летний юбилей на будущем году встретим еще большими успехами, что я желаю вам в сегодняшней Олимпиаде. Что нам надо делать, чтобы выполнить амбициозные задачи, которые мы перед собой поставили, войти в состав 100 лучших школ России? Я предложил бы вам лозунг нашей работы. Он примерно звучит вам следующим образом. Если понравится, то могли бы мы сделать его нашим девизом. Суть которого звучит так: объединяя лучшее, быть первым. Это говорит о том, что мы должны питать все лучшее, что есть в наших школах республики. А наши школы республики имеют достаточно хороший опыт работы в воспитательном процессе, образовательном процессе. И вот бы по крупицам собирать со всей республики эти хорошие опыты. Мне посчастливилось в судьбе жить и работать совместно с выдающимися нашими педагогами. Георгием Бессоновым, создателем великолепной юнацкой станции Сунтара, Борисом Андреевым, великолепным краеведом Михаилом Алексеевым, выдающимся учителем, создавшим впервые в нашей республике физико-математическое образование, выпускники которого сегодня практически руководят нашей республикой. Будь университет федеральный, будь целым республикой и других ведущих научных вузов, это выпускника в основном Верхневолинской школы, гимназии, который создавал, выписывал Михаил Андреевич Алексеев. И второе, мы в своем образовательном процессе, воспитательном процессе должны иметь международный сегмент. Наши ребята, сегодня прекрасно владея высокой технологией, компьютерами, могли бы выйти и быть участниками различных курсов российских вузов и международных вузов. Учиться, получить дополнительное образование, понимание, приобщение. Вот очень хорошая система есть. Международные открытые онлайн-курсы, где говорят на 20 языках, ведут обучение, где лекции читают выдающиеся ученые мира, лауреаты Нобелевских премий, знаковые люди в области различных направлений науки. Они простым языком сложные проблемы объясняют ребятам, разъясняют, показывают. Это очень хорошая школа, очень хорошие курсы, поэтому, владея компьютером, виртуальным онлайн обучением, я просил бы учащихся старших курсов, сети президентских школ в обязательном порядке подключаться к таким курсам. Каждый уважающий себя университет мира имеет такие курсы, будь российские, будь международные зарубежные курсы. Вы должны, конечно, мы об этом постоянно говорим, не только родной язык якутский знать, великолепно вы владеете русским языком,
И сегодня надо владеть одним из зарубежных языков мира. Вот тогда вам будет доступ по всем каналам знания. Сегодня образовательный процесс мира открытый. Все через онлайн можно обучаться, получать великолепные знания. И последнее. Будьте всегда настроены на самое трудное. Будьте всегда бойцами, храбрыми, волевыми, чтобы достиг те задачи, те цели, которые вы перед собой ставите. Никогда не сдавайтесь перед трудностями. А трудностей в жизни много. И вы воспитываетесь с малых лет со школьной скамьи именно характер побеждать. Я желаю успеха и победы в предстоящих Олимпиадах. Спасибо, ребята.